О, добрый день. А сейчас видно, слышно? Ура! Ура! Наконец-то меня пустил. Приветствую вас всех. Начинаем. Доброго дня. Ну, начинаем. Эффективность и актуальность учебных фильмов в формате учебного пособия для обучающихся в преподавании истории и обществознания. Использование электронного учебного пособия. Видно, слышно с задержкой. Ну да, наверное, будет задержка небольшая. Но я надеюсь, нам не помешает это друг друга слышать и видеть. Мгм. Благодарю. Ну, начнем о проблеме восприятия учебного материала у современных детей, которая является общемировой проблемой. Детям трудно долгое время концентрировать внимание. Ученик может удерживать внимание только 10-15 минут. Учителя не знают, что с этим делать, обращаются к специалистам, а специалисты объясняют это тем, что у школьника сформировано клиповое мышление. По статистике, в школах примерно 80% клипово мыслящих детей. Спасибо, отлично. Это не только проблема российских школьников. Клиповое мышление – это общемировая проблема, на которую стали обращать внимание уже в начале 90-х годов. Сейчас многие методисты, детские психологи и педагоги советуют принимать существование клипового мышления как факт и учитывать его в работе с учениками. Бороться с клиповым мышлением бессмысленно, и нужно учить детей разговаривать на двух языках. Специалистами сейчас предлагаются различные методики, в частности, воспользовавшись особенностями клипового мышления, осуществлять фрагментарное представление информации, увязывание информации с визуальными образами, презентации, запоминающиеся формулировки, практиковать метод дискуссии, так как участие в дискуссии учит их участников мыслить, отстаивать свою точку зрения, понимать противоположную. Поиск аргументов стимулирует логические процессы. В Европе, пытаясь увлечь школьников и студентов наукой, внедряют в образовательный процесс компьютерные игры. Но часто такие игры далеки от подлинной истории, потому что очень сложно от виртуального мира перейти к настоящему. Более эффективным инструментом мировое педагогическое сообщество считает учебные фильмы, доступно рассказывающие об основных исторических событиях. Об этом говорилось на международной конференции РАН «История и современное общество», которое прошло в июне 2019 года, которую проводил академик Чубарьян. Мы присутствовали на этой конференции, мы были докладчиками на этой конференции, мы показывали свой продукт, и там были представители Польши, Италии, Израиля, ну и все делились продуктами, которые существуют в их странах. В итоге пришли к мнению, что ну вот в нашей стране и наши как раз пособия, учебные фильмы, ну, наиболее точные, скорее, да, точные, лучше так, наверное, сказать, потому что рассказывали и про игры, которые, впрочем-то, и увлекают вроде как детей, но в то же время и исторические искажения в них есть, и это не разрабатывается, эти игры не разрабатываются историками, есть некие неточности, перевирания исторических фактов и так далее. А, Поэтому вот остановились на том, что, конечно, фильмы – это оптимальный вариант сейчас, который можно и в семью приносить историю, о чем тоже говорили, что в семье должны обсуждать историю и обществознание, чтобы дети этим интересовались и увлекались. По данным ЮНЕСКО, человек запоминает 12% услышанного и 25% увиденного, а при комплексном аудиовизуальном восприятии усваивается до 65% информации. Следовательно, привлечение всех органов чувств ведет исключительно к росту степени усвоения материалов по сравнению с традиционными методами.
Каждый учитель знает, как оживляет урок использование видео. Занятие с использованием видеоматериалов является наиболее интенсивной формой обучения. Скажите, используете видео в обучении, в своем обучении вы? Мгм. Кто еще пользуется? Расскажите, как реагируют учащиеся. Ну, продолжим. Не всегда используете, но всегда, да, и нельзя использовать. Мгм. Да, оживляет. Учебные фильмы — это современная эффективная форма представления учебного контента, незаменимая в условиях электронного обучения, ну, особенно сейчас, да, при дистанционном обучении. Учебные фильмы должны соответствовать образовательным стандартам, лекционному и практическому курсу и позволяют организовывать различные формы обучающейся работы в интерактивном формате. Способствует лучшему пониманию учебного материала за счет повышения информационной пластичности, степени восприятия, эмоциональной насыщенности, наглядности и динамичности. Учебные фильмы в формате учебного пособия делают процесс обучения более живым и интересным, повышает мотивацию учащихся, способствует их активации. Учебные фильмы, пытаюсь параллельно читать ваши сообщения, кого-то оживляет, кого-то усыпляет. Ну, сейчас тоже об этом поговорим, про оживляет и усыпляет. Положительно есть заинтересованность. Мгм. Спасибо за ответы. На чем мы остановились? О мотивациях, да? Учебные фильмы целесообразно использовать для объяснения сложных тем или вопросов курса, когда другие форматы менее информативны и понятны. Придание большей реалистичности, наверное, так можно сказать, и усиление эмоционального воздействия, а иногда для создания эффекта присутствия. Исходя из вышесказанного, хочу представить вашему вниманию учебное пособие по обществознанию, истории, представляющее собой комплекс из 4 учебных видеофильмов. 1 — государство и экономика, 2 — мировая экономика, 3 — потребительский кредит, рациональный потребитель, ипотека и 4 фильм банковская система, функции банков. Пособие подготовлено авторами линии учебников по обществознанию Боголюбовым, Городецкой по итогам вебинаров, которые проводилась совместно с Аллой Георгиевной Грязновой. Она является президентом финансового университета при правительстве Российской Федерации, и она же научный руководитель авторской группы. По просьбам учителей проиллюстрировать наиболее сложные разделы учебника. Название фильмов, да, конечно. Все материалы я вам оставлю, и название фильмов оставлю. Дарство и Мне кажется, у нас даже презентация была сейчас. Да, вот, не загрузили мы презентацию. Презентации. Ага. Ворота гостиницы Сейчас я просто вам покажу, губернского города фильм. въехала бричка. Покажу фильм, чтобы мы потом Бричке поговорили сидел про мужчина. него. Нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Идет у вас звук? Неизвестный господин был Я никто пока иной, напишу как вам бедный дворянин, название. коллежский советник Павел Иванович Чичиков. Отец Спасибо. оставил его без имения, и он был вынужден ездить по стране и просить продать ему ревизские души умерших крестьян. Вам нужен мертвых душ, несуществующих, Михаил Васильевич. Предмет-то просто фу-фу. Чего он стоит? Кому он нужен? Зачем Чичикову мертвые души? Если вы думаете, что они ему нужны для статуса помещика, то глубоко ошибаетесь. Оказывается, в крепостной России крепостные души были самыми настоящими деньгами. Точнее, формой залога. В любом российском банке можно было заложить крепостных крестьян. Так, что нам со звуком сделать? Давайте я попробую уберу полностью звук, а вы скажете, фонит, не фонит.
возвратить умерших крестьян. Ага, убрала звук у себя. Все, хорошо, спасибо. Продавали мертвых Чичикову за бесценок. Зато банки, заложив крестьянина мужского пола, можно право подобное распространять. В 1856 год страна живет в ожидании отмены крепостного права, поражения в Крымской войне, крестьянских бунтов и эффективность социально-экономической системы России вынуждает правительство ускорить крестьянскую реформу. Новый министр иностранных дел Александр Михайлович Горчаков докладывал Александру II. Хорошо, что мы заключили мир. Мы воевать не в силах. Мир дает нам возможность заняться внутренними делами. Первое дело – нужно освободить крестьян. Александр Михайлович Горчаков, дипломат и государственный деятель, с апреля 1856 года министр иностранных дел. Во внешней политике яростно защищал национальные интересы России. С другой стороны, огромная территория использовалась неэффективно. Помещик, дворянин, владеющий землей. Слово дворянин буквально означает человек с княжеского двора. Во времена Екатерины II дворяне, получив свободу от государственных служб, начали выполнять роль русской аристократии. К 1858 году в России проживало около 1 миллиона дворян и 23 миллионов крепостных крестьян. Отмена крепостного права для дворянского сословия, жившего за счет рабского труда и государственных кредитов под залог крепостных душ, звучала как приговор. Если нет крестьян, под что теперь брать кредиты? На что ездить за границу, устраивать балы и вести роскошный образ жизни? А ведь дворянство было не только главным собственником земли, но и опорой самодержавия на местах. Именно поэтому отмену крепостного права решено было проводить максимально мягкой для привилегированного сословия формы. Крестьян заставили покупать землю помещиков в обмен на свободу. Одновременно с подготовкой крепостной реформы Александр II дает указание учредить специальную комиссию по вопросу нового долгосрочного кредита для дворян. В эту комиссию вошли видные эксперты в сфере финансов: Николай Бунге, Евгений Ломанский и другие. Николай Костянович Бунге, потомок обрусевших немецких дворян, преподавал политэкономию и теорию финансов сыновьям императоров Александра II и Александра III. Будучи министром финансов, был сторонником укрепления православия и проведения широких буржуазных реформ в русской деревне. Евгений Иванович Ломанский, русский деятель, с 1860 года управляющий Государственного банка России, активно продвигал идею создания обществ взаимного кредита. О том, что новый залог был делом чрезвычайной важности, говорит хотя бы тот факт, что император лично обратился к членам комиссии со словами: «Я желаю только блага России. Я уверен, что вы все любите Россию, как я ее люблю. И надеюсь, что исполните все добросовестно и оправдаете мое поколение». Возглавил комиссию директор кредитной канцелярии Министерства финансов Юлий Гегемейстер. Юлий Андреевич Гегемейстер, русский финансист и экономист, из рода лифлянских дворян, сторонник развития свободной торговли в России. Особых споров о том, каким долгосрочный кредит среди членов Государственной комиссии не было. Изучив в том числе и зарубежный опыт, они единодушно признали, что кредит должен выдаваться не из государственной казны, а за счет частного капитала. А в качестве нового залога вместо крепостных душ требуют выступать недвижимость в виде земли и лесных. Таким образом, в России впервые появилось понятие
Так, ну, я к вам вернулась. Скажите, слышно меня, видно? Показала вам кусочек фильма, чтобы вы поняли вообще, о чем мы сейчас разговариваем. Ага, спасибо. Вы обратили внимание, что фильм выстроен с учетом восприятия современных детей, и здесь чередуются блоки 1–1,5 минуты. Рассказ ведущего, потом документальные кадры, дальше у нас реконструкция идет, текстовый блок, комментарии специалистов. А, Ага, благодарю. Комплексное аудиовизуальное восприятие, запоминаемость на порядок выше, чем раздельное аудиовосприятие. Например, рассказ учителя или чтение учебника. В качестве ведущих тоже обратили, наверное, внимание, приглашены известные актеры театра и кино. Узнаваемость, качество подачи материала профессиональными актерами и определенные актерские приемы способствуют запоминанию. Хронометраж каждого... минус — это вам не видно и не слышно, да? Ага, увлеклась я. Меня не видно, не слышно, да? Давайте, кому еще не видно, не слышно, ну, надо понять, это у меня проблема или у вас. У меня вроде интернет прям... Картинку фильма видно, а меня не слышно, да? Видно и слышно. Это, наверное, что-то у вас с интернетом? Резкие переходы. Чтобы внимание не терять ребенка, учащегося. Все, продолжаем тогда работать, да? В соответствии с содержательной частью и своим форматом пособие является одним из электронных компонентов УМК Боголюбова по обществознанию. Вот, хотела еще спросить, вы по Боголюбову занимаетесь? Ага, все, спасибо. А, Данное пособие рекомендовано авторами линии учебников по обществознанию. По программам Боголюбова, кстати, учатся более чем 95% школ России, и пока я еще не встречала, кто учится не по Боголюбову. Это своего рода мостик между учебником и учеником, ну, вот это вот пособие. Пособие позволяет качественно, наглядно понять сложный материал учебника. Хронометраж каждого фильма около 20 минут. Таким образом, в формате урока возможен просмотр одного фильма и обсуждение материала, ответы на вопросы и выполнение заданий учителя. Содержательная часть учебного пособия выполнена в полном соответствии с рабочими программами по обществознанию на основе ВГОС. Пособие основано на межпредметных связях: обществознание, история, литература, география, экономика, право. Зависло? Ага, у кого еще зависло? Кто видит? У всех зависло, да? Все хорошо, странно. Мгм. Ну, видимо, да, у вас что-то с интернетом, потому что, ну, у меня вот прям на всю показывает. ProofMe тоже вроде работает. Ого-го, как хорошо сегодня. Так, ну ладно, продолжаем. А, Зачем Чиков покупал мертвые души — один из вопросов ЕГЭ, на который не может ответить около 90% опрошенных учителей, директоров школ, руководителей, ну и так далее. Еще один из принципов построения фильма — это взаимосвязь истории и современности. Дети очень чувствительны к этой связи и отмечают как несомненное достоинство учебных фильмов. Сейчас посмотрим апробацию. Урок с использованием. Да, вот давайте вот этот вот сейчас.
Апробацию. Я появилась, все, меня слышно, видно. Ставьте плюсики. Апробацию мы тоже можем вам прислать, вот этот вот урок с использованием. При работе с учебными фильмами очень важно не забывать о главном методическом приеме. Видеофильм надо ввести в структуру урока, объяснить детям, с какой целью проводится показ, что они должны уяснить себе в процессе просмотра. Вот, кстати, кто говорил там про скуку, да, может быть, как раз-таки не был учтен вот этот вот факт, что надо объяснить, зачем вообще им этот фильм смотреть, чтобы они не уснули, да, на фильме, чтобы работали, чтобы анализировали, чтобы потом подискутировали. Учебные фильмы не просто смотрят, их необходимо анализировать. Одна из задач учителя – как раз научить детей аналитической работе с видеоматериалом. После окончания демонстрации следует узнать, как обучающие восприняли содержание, выяснить, достигнута ли цель показа, которая была поставлена перед показами. Иными словами, просмотр учебного фильма не должен быть изолированной частью урока. Это должно работать на методическую цель урока. Кстати, мы обратили внимание на то, что дети после просмотра фильма дискутируют гораздо проще, чем после прочтения параграфа или рассказа учителя. Но это я говорю про детей с невысокой успеваемостью. Есть у вас такие наблюдения? Поделитесь. После просмотра фильма дети с невысокой успеваемостью дискутируют лучше, чем после прочтения параграфа, например. Плюс-минус иногда. Гораздо охотнее они как-то идут на дискуссию, на поговорить, чем после чтения. Мгм. Мгм. А, ага, продолжаем. Эффективность использования учебных фильмов на уроках будет достигнута только если используемый на уроках видеоматериал понятен, доступен, интересен детям и соответствует возрастным особенностям школьникам. Необходима дозированная подача видеоматериала, систематическое использование учебных фильмов в течение всего года. Демонстрация учебного фильма на уроке должна восприниматься детьми не как развлечение, а как материал для вдумчивой, серьезной аналитической работы, зачастую выполняемой ими самостоятельно. Исходя из этих положений, подготовлены подробнейшие методические рекомендации учителю, автор Градецкая Наталья Ивановна, соавтор Боголюбова учебника, где даны различные варианты организации учебной работы с использованием пособия, а также приведены вопросы и задания к каждому из учебных фильмов. Возможно также индивидуальная работа ученика с фильмами, например, при написании сочинения. Учителями рекомендации, которые дала Наталья Ивановна, очень высоко оценены, ценятся, и они говорят, что они ценны наравне с фильмами, ее рекомендации. Хочу вам сейчас показать интервью или обращение Натальи Ивановны к учителям. Очень интересно. Послушайте, пожалуйста. Сейчас. В чем особенности и преимущества учебных фильмов как средства обучения?
в российском обществе. Я бы на этом принципе еще немножко остановился. Он имеет очень большое значение. Именно фильм, он насыщен не столько раскрытием и направленным раскрытием какой-то проблемы, сколько подает ее именно через и использование содержания фильма в образовательном процессе, организация самостоятельной работы учащихся на основе этого содержания, именно содержания фильма, выполнение заданий к этому фильму, можно сегодня рассматривать как один из факторов успешного учебного материала и один из факторов успешной подготовки к итоговой аттестации. И даже не важно, это аттестация за основную школу или единый государственный экзамен. Учебный фильм действительно позволяет обогатить знания учащихся, полученные по курсу, многочисленными примерами, фактами из практической жизни, статистическими данными, авторитетными мнениями, оценками. Типологии заданий показал, что вот это задание, даже в рамках эксперимента 8-летнего, который проходил по ЕГЭ, все 8 лет было самым западающим, самым сложным по выполнению, самым сложным по выполнению. Дети усваивают содержательные материалы, но вот эти примеры живой жизни, которые им приходится где-то вспоминать, находить, то есть незначительный социальный опыт учащихся, особенно малокомплектных школ, детей, которые, а у нас, к сожалению, 70% школ это малокомплектные школы, дети не позволяют приступить, многие не приступают вообще к выполнению задания, они не находят эти примеры. Более того, самое емкое по оценке 8 баллов задание по эссе, оно прямо включает критерий оценки использования примеров из жизни, оценка собственная каких-то событий, взгляд, мнение по той или иной, по тому или иному. Прошлое, настоящее, особенно очень важно, мнений, оценок, примеров, которые могут ими активно использоваться при работе, выполнении этих заданий на едином государственном экзамене. Как организовать использование педагогического потенциала учебных фильмов? Я сказала об универсальности этого пособия учебного, и в этом смысле тоже, что он не просто по своему содержанию, по приемам исполнения, способам поднесения материала уникален, он и может использоваться очень разнопланово в учебном процессе. Конечно, здесь нужно учитывать уровень подготовки к учащимся. Сильный класс, слабый класс. У нас есть такое понятие: сильный класс, слабый класс. Учитель знает, какие темы этот класс более, так сказать, воспринимает, способен, так сказать, освоить. Резерв учебного времени очень большое значение имеет. Поэтому я вот автор методического пособия для учителя, который сопровождается тематическим планированием. Большая роль у учебных пособий в 11 классе и в 10 классе есть резерв большого времени на работу дополнительную с этими пособиями. Я не говорю, что в каждой главе учебника, например, «Экономическая жизнь общества», глава, 14 параграфов.
я пишу тематическое планирование главе, 2 часа я даю резерв на повторительный обобщающий урок. Час дается на результаты проектной деятельности. Мы специально выделяем в тематическом планировании, хотя это рекомендательный элемент учитель может сам распорядиться. Если это сильный класс, и, в принципе, многие параграфы дети могут самостоятельно, прочитав дома, в качестве опережающего домашнего задания, прийти уже готовые пониманием проблемы, и можно на уроке уже творить с многообразием учебных пособий и создавать эту лабораторию с использованием им, то учитель, конечно, может в сильном классе максимально использовать время не просто на тему ее раскрытия по учебнику, а на использование этих пособий, в том числе и учебных фильмов. Поэтому с учетом резерв тему ее раскрытия по учебнику, а на использование этих пособий, в том числе и учебных фильмов. Поэтому с учетом резерва, имеющегося временного, который спланирует учитель, с учетом уровня подготовки учащихся, можно вариант и тематического планирования выбрать так, чтобы использовать, например, следующие варианты. Вариант первый. Потом включает фрагменты из фильма в цели более эффективного усвоения и закрепления той проблемы центральной, которая была на уроке. То есть фильм вплетается в канву объяснений учителя и раскрытия конкретной темы. Вариант второй. Самостоятельный комбинированный урок, построенный полностью на учебном фильме. То есть на основе учебного фильма, который идет 25 минут, после его просмотра учащийся включается в обсуждение материала, предложенного вопросами, заданиями, которые учитель предлагает для обсуждения. То есть весь урок можно построить с использованием учебного фильма и выполнением тех заданий и вопросов, которые предлагает учитель к этому фильму. Третий вариант. Повторительно обобщающий урок в голове. Я думаю, те фильмы, которые мы сегодня уже отсняли, курс обществознания, могут быть практически семейные, ну и так далее, включающих сбережения граждан. То есть круг вопросов замыкается на один учебный фильм. И повторительно обобщающий урок можно поставить в главе на основе фильма. Глава 14 параграфов «Экономическая жизнь общества». Повторительно обобщающий урок всегда в тематическом планировании есть 2, а кто-то делает 4 часа на повторительно обобщающие уроки. Можно построить и с использованием фрагментов даже не одного фильма. Можно фрагменты сделать несколько фильмов, близкие по проблеме, это государственный финансовый контроль и там банков, предположим. Можно соединить фрагменты из 2 фильмов и построить прекрасные 2 часа весь повторительный обобщающий урок на основе фильмов. Повторительный обобщающий урок можно построить не только на фрагментах фильмов, можно построить, если уже фильмы использовались где-то в конве уроков, например, был самостоятельный урок, да, можно включить повторительный урок такие элементы, как дискуссию на основе этой фильма, то есть какой-то отдельный элемент, связанный с фильмом, включить повторительный обобщающий урок. Можно самостоятельно организовать проектную деятельность, как опережающее задание на основе презентации или в виде, там, я не знаю, как в каком-то развернутом устном журнале, уже рассматривать как обобщение и презентацию результатов проектной исследовательской деятельности. Тоже с использованием учебного фильма. Можно еще один вариант использования учебного фильма – это внеурочная работа. Вот здесь очень большую роль фильмы могли бы иметь
при организации работы с учащимися в рамках углубленной подготовки, то есть профиль. Есть сосуд профильный, но есть профильный класс социально-экономический. И поэтому работа с учебным фильмом может быть включена в программу не только факультативного или элективного курса по предмету, но и в качестве поддержки направленности. То есть, если это там, юридический класс, не возбраняется использование учебных фильмов в социально-гуманитарном профиле для поддержки углубления материалов по профильной подготовке. Здесь большую помощь, конечно, в использовании фильма. Большая помощь нужна учителя в просмотре фильма. Он продуктивен, и включение его это не просто, значит, некоторый такой вариант использования увлекательного такого просмотра для того, чтобы разнообразить вид какой-то учебной деятельности. Важно, конечно, получить именно организовать обсуждение учебного материала после просмотра фильма. Это важнейшая задача учителя. Поэтому полезно использовать разработанные вопросы, задания для обсуждения материалов фильма, которые мы предложили учителю. Они позволят не просто потенциал образовательно-воспитательный реализовать фильмов, а акцентировать внимание на наиболее значимых аспектах содержания. Дети увлекаются вот этим с музыкой, с наглядностью, движением. Вот эта проблема была. А что в этом интервью-то было, можно было из этого интервью извлечь для осмысления учебного материала? Здесь колоссальная роль учителя помочь обсудить, акцентировать внимание на проблемах, более того, связать эту проблему, может быть, прошлого с сегодняшним днем, с проблемой сегодняшнего развития российского общества, показать, как эта проблема сегодня может быть решена, спрогнозировать варианты ответов учащихся, подготовить заранее какие-то собственные дополнения учитель может. На какие-то учащихся, на какие-то примеры осмысления этой проблемы, помочь увидеть корни сегодняшних проблем в прошлом, показать сегодняшние проблемы в развитии. Вот это вот неоценимая роль этих заданий, это обсуждение. У нас, к счастью, там есть время на это. Почти 20 минут, 25 минут фильм, 20 минут на обсуждение. Но вот эта роль учителя и использование вот этих материалов, она сегодняшнего министра просвещения о том, что учитель сегодня не просто работает с учебником, а сам учитель становится лабораторией, то есть исследователем, новатором, экспериментатором, работающим с многочисленным комплектом. Как средство обучения. Фильм как учебное пособие. Так, не могу его выключить, а звук себе оставить. Меня слышно, видно? Оптимальная длительность общего показа фильмов на уроке. Или это очень ситуативно? Ага, спасибо, что слышно, видно. Сейчас давайте, уже пройдем до конца, а потом я на все вопросы на ваши отвечу, потому что по ходу вы еще ответы на вопросы услышите. Хотя авторы... На данное учебное пособие получено более 200 отзывов, рекомендаций, экспертных заключений от региональных министерств, департаментов образования. Кстати, по Наталье Ивановне хотела тоже с вами поговорить. Согласны вы с тем, что дети усваивают
теоретический не материал, столько а вот с доминирует, приведением примеров у них содержание, загвоздка. сколько Идет способы, видео, да? приемы представления учебного материала. Я думаю, что я его выключила. Отличает не столько Сейчас, секунду. содержание, хотя Вот сертификат включу. Так, хорошо, слышно, видно? Да, с примерами у детей проблема. Вот как раз эту проблему частично решают фильмы, дискуссии после фильмов. Ага, все, благодарю вас. Ну, продолжим. Говорила сейчас про то, что очень много отзывов мы получили, рекомендаций, экспертных заключений. Проведено более сотни После успешных приема апробаций постановки уроков с материала использованием представляет пособий для в нас школах ряда регионов педагогическую Российской ценность Федерации. программы. Учебное пособие Он уже не позволяет использует более разнообразить чем вид учебной 2000 деятельности. образовательных Он не организаций позволяет регионов Российской Федерации. более И мы уже провели эмоционально даже воспринимать статические учебный исследования и материал, замеры, позволяет которые использовать подтверждают различные повышение педагогические успеваемости технологии, по обществознанию. Замеряли средний балл увлекают ОГЭ и учащихся ЕГЭ делать в образовательных материал организациях, курса которые используют живым, пособие в учебной работе. личностно значимым, Пособие большое переживаемым, внимание даже уделяется эмоционально, воспитанию поскольку патриотизма. фильмы Фильмы используют основаны на наглядность в истории, животном виде, становлении экономики в звуковое России. В них оформление. рассказывается о Так государственных сказать, эти фильмы деятелях, могут посвятивших использовать для свою жизнь раскрытия служению темы Отечества. саморазобранные Одна из приоритетных способы. задач, которые Это решает документальная пособие, это кинохроника, воспитание это патриотических постановочные чувств и сцены, ответственного это игровые государственного какие-то служения эпизоды, исторического элементы, видения России. комментарии, Как раз у нас был оценки вопрос, если исторических, тема политических ипотека, то деятелей, очень долгий переход и к очень теме. насыщенный Мы не наглядный ставили ряд целью наглядных быстренько материалов. рассказать про ипотеку. Включение учебных фильмов в Ну, образовательный процесс чтобы создает учащийся быстренько запомнил. Это он может широкие прочитать, да, ему может возможности учитель для на решения уроке учителем рассказывать. таких Авторский важных коллектив дидактических ставил принципов, цель дать особенно знания для метапредметные социально-гуманитарного по истории, образования, обществознанию, как реализация литературе межпредметной и связи. вот в некоторых фильмах географию. Позволяет И опереться на как различные учащиеся мне знания, после курсы апробации рассказывают, что у них как будто пазл собрался в истории, голове. Они говорят, мы вообще не экономики, понимали, зачем, во-первых, географии, Чичиков этих литературы. мертвых душ покупал, Именно а сюжетное оказывается, что с содержание мертвых душ, да, позволяет это долгий успешно переход, как раз реализовать ипотека этот началась. принцип. Ну и А также очень значимый в общем принцип они ярче и больше все особенно понимают. для Например, курса по обществознания это сочетание по данному фильму, теоретических который мы знаний сегодня смотрели, который я с конкретными вам отправила, материалами о современном, задавали прежде вопросы, всего, например, российском по отмене обществе. крепостного права, да? Причины отмены крепостного права. Либо на этом Учащиеся тексте еще еще не немножко проходили отмену остановился, крепостного он права, имеет они об очень отмене большое крепостного права еще значение. ничего не слышали, и мы смотрели Или с ними фильм, данный он фильм. насыщен, Ну и спрашиваю причины отмены столько крепостного права, и они выхватывают вот эти кадры из фильма, раскрытием железную эвентуальной дорогу, какой-то проблемы, войну, сколько и подает ее называют их. именно Ну а через что и примеры требовалось, да, из легко, практической жизни. просто все запомнили. Через многообразие фактического материала. Ну и потом воспитание патриотических чувств тоже. То И есть у нас не было использование целью, у фильма в авторского образовательном коллектива не было процессе, целью просто рассказать про ипотеку, да, тут, организация гораздо шире. работы учащихся на основе Пособие этого полностью содержания, соответствует именно принятой содержания 24 фильма, декабря 2018 выполнение года новой заданий концепции вот этому преподавания фильму. обществознания. Можно еще не Пособие рассматривать издается как издательством один из МГУ, входящий в факторов перечень организаций, успешного допущенных к усвоения изданию учебных учебного пособий. материала. Это один из факторов успешной подготовки к итоговой И теперь аттестации. еще Даже не будет, важно, да, это сертификат можете аттестация скачать в в правом нижнем окне. государственном экзамене. И хочу вас пригласить к совместной Учебный с фильм нами работе. действительно, У нас сейчас позволяет будет конкурс на обогатить, лучший синопсис к фильму по курсу обществознания. Мы знаем, что среди наших российских учителей много талантливых творческих личностей, учителей, великолепно знающие свой предмет, возрастные особенности современных учащихся. В 2020 году в наших планах снять 10 новых серий метапредметных фильмов, которые раскроют сложные вопросы истории, обществознания и литературы. Фильмы будут служить помощью учителю в воспитании патриотических чувств учащихся, развитии навыков грамотного экономического и правового мышления, актуальность использования учебных фильмов в современном образовании подтверждена на Всероссийском расширенном совещании Ассоциации учителей истории и обществознания в ноябре 2019 года в Казани, которое проводила бывший министр просвещения Васильева, историк по образованию.
Но Данные вот фильмы, эти учебные примеры пособия в живой соответствии со жизни, своей которые содержательной им частью приходится получили наивысшую оценку среди учителей и где-то практиков, поскольку вспоминать, основные проблемы, находить, которые то есть обсуждали незначительный учителя, это социальный сложности с опыт концентрацией внимания у учащихся, школьников, нежелание особенно учащегося малокомплектных читать школ, и те, учебник. которые, а у нас, Данное к сожалению, пособие в является сельских как раз школах мостиком между малокомплектные учеником и учебником, школы. Детей позволяет качественно, наглядно понять сложный материал. сельских школ, он Авторы не лучших позволяет, сценариев получат денежные призы. приступить к Первый ним, приз приступать 10 по тысяч всякому рублей, заданию. второй Они приз не находят 15 этой тысяч примеры. рублей, третий приз 20 тысяч рублей. Более Если того, по вашему самое сценарию мы в ёмкое итоге по будем оценке снимать фильм, вы будете дипломов, включены в авторский задания коллектив. по эссе, Условия порядка участия в 4, конкурсе. Фильмы по конкурсу оценки обществознания должен быть выполнен на основе образовательных примеров стандартов жизни, для 8-11 классов с обязательным оценка использованием собственная, метапредметных связей. отпитывать Например, этих история, событий, география, литература, взгляд, экономика, право и мнение так далее. по той или иной, Второе. За основу фильма по тому должны или иному браться аспекту, историческое и это экономическое же событие. высказывание какой-то Авторы проблемы. должны в увлекательной, Вот доступной мнение форме рассказывать собственное учащимся о наиболее сформулировать и знаковых оценку, экономических и финансовых тоже событиях. представляет В большую фильмах должны сложность, прослеживаться поэтому, параллели на прошлого мой и взгляд, настоящего, режиссер, он связь просто времен. выкладывает Четвертое. Сценарий учащихся, должен иметь который патриотическую и дает воспитательную большой направленность, любовь спектр к родине, ответственное государственное картинки из служение. жизни, Ну и фильм должен быть прошлое, интересен современным настоящее, детям. особенно очень важно, Сценарий мнений, принимаем оценок, по адресу примеров, моему, которые могут сейчас или напишу активно я вам использоваться его. при работе, И выполнении этих заданий еще в был вопрос, составном где задании. взять Как пособие, где организовать скачать использование пособие, ну и так педагогического далее. потенциала учебных фильмов? Сейчас я на этот вопрос Я сказала вам об тоже универсальности этого отвечу. пособия учебного. И в этом смысле тоже, что он не просто по своему содержанию, по приемам Это, исполнения, способам преподнесения материала уникален. Он и может использоваться очень разнопланово в учебном процессе. Конечно, здесь нужно учитывать уровень подготовки к учащимся. Сильный класс, слабый класс. У нас есть такое понятие: сильный класс, слабый класс. Учитель знает, какие темы этот класс... Вы можете сами более, писать, а можете мне прислать. Я вам впишу свою фамилию, имя, отчество и свой имейл. Я вам отправила свой адрес, вы можете вот прям на адрес написать, что моя фамилия, отчество такое-то, впишите мне в сертификат, мы все сделаем вам. По поводу, где взять, где скачать пособие. Пособие мы не продаем частным лицам. Я вам в качестве подарка, мы вам в качестве подарка дадим один фильм и методические рекомендации, которые учителя говорят, что они не менее ценны, чем сами фильмы. Мы заключаем контракты со школами и школе продаем лицензию. И эта лицензия дает право записывать фильм каждому учащемуся, давать его для просмотра дома. Лицензия дает право пользоваться в каждом классе на любом уроке, то есть и учитель литературы может использовать на своих уроках, и учитель географии, и учитель истории, и на уроках обществознания можно будет использовать данные пособия. Поэтому, если вам интересно договор, чтобы мы заключали договора с вашей школой, наверное, я не знаю, как сделать. Либо мне можете написать, я свяжусь с вашим директором, например, либо через ваше ИРО. То учитель, конечно, может сильно... Есть еще какие-то вопросы? Благодарю вас за внимание. Спасибо, что